В детской библиотеке состоялась премьера кукольного спектакля «Как Йен и Омаль мир сотворили» по мотивам коми-легенд и сказок. Творческий коллектив учреждения культуры подготовил яркую познавательную постановку для семейного просмотра с детьми. Юные и взрослые зрители остались довольны. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в этом году в детской библиотеке открылась театральная студия «Ловья Мойт». Сотрудники учреждения культуры успешно прошли республиканский отбор, получили финансовую поддержку и приобрели необходимое оборудование и кукольных персонажей для воплощения давней мечты в жизнь. Студия создана в рамках проекта «Народный бюджет», чтобы дети могли лучше узнать культуру края, где мы живем, учились общаться, разговаривать друг с другом. Театр помогает раскрепоститься внутренне детям. Ну и вообще детям не хватает живого общения, тактильных ощущений. Все-таки сейчас все больше визуалов. В рамках народного бюджета для студии были приобретены, уже поступили несколько комплектов кукол. Поступила техника для технического и аудиосопровождения спектаклей. Колонки, проектор, микрофоны, наушники для ведущих, ноутбук, ширма, собственно, для театра. Дети, которые летом приходили к нам в библиотеку, уже даже успели эту ширму опробовать немножко и даже показали нам инсценировку по мотивам репки, сами, без нашей помощи. Посмотрев спектакль, дети и взрослые узнали, кто такие Йен, Омаль и петушиная лошадь. Как на земле появились реки, леса, поля и горы. Зачем и кем были созданы противные комары. Познакомьтесь, это Йен, что означает бог неба. Сильный бог. В основном землю создавал Йен, потому что он бог-творец. И вообще хороший, трудолюбивый. Кинул Йен камень, и появились горы. Выдернул клок волос, бросил вниз, появились леса и поля. Плюнул вниз, и появилось озеро. Да такое большое, что много рек из него разлилось. А его брат, бог Омаль, считался в семье лоботрясом. Пока Йен вкалывал, делая горы и поля, реки и леса, Омаль пустяками развлекался. Соорудил луну и прочие мелочи, вроде злых духов. Итак, по народному поверью, нашу землю создали боги-братья Йен и Омаль. Зачем им это надо было, непонятно, однако. Когда земля наконец была сделана, боги внимательно оглядели то, что у них получилось. Да, что-то не то. Согласен. Согласен. Это как так? Всегда мне противоречишь, а тут согласен? Да сам в шоке. Ну вот сейчас согласен. Как-то пустовато и скучно получилось. Спектакль задумывался давно. Вообще, это даже спектакль не столько по мотивам коми-сказок, легенд, сколько по их переработанному уже рассказу Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». Петушиная лошадь – это один из самобытных персонажей коми-фольклора. Персонажей в спектакле на самом деле не так много. Два бога-создателя, хороший и его противоположность Йен и Омаль. Ну и то, как они создавали мир. Создавали животных, насекомых, хищников, всех, в общем. Вы узнаете, всегда ли кошка была такой мягкой, пушистой, приятной. Кто создал комаров. Вообще, и как они появились. Как создавался весь мир. И что это за персонаж такой петушиная лошадь, для чего она нужна, что она делает. Спектакль добрый, веселый, очень много словотворчества,
очень много интересных таких моментов. Как я уже сказала, задумывался спектакль давно, но то не было технических возможностей, то не было, были какие-то другие проекты, переделывался сценарий. Вот Людмила Александровна, наш сотрудник, очень творчески подошла к этой сказке. Из текста, из рассказа сделать пьесу, это тоже нужен особый талант, особое умение. Библиотекари ждут школьников и воспитанников детских садов в гости. В этом учебном году спектакль будет показан несколько раз. Те, кто не смог побывать на премьере, могут записаться и посетить учреждение организованными группами. Также ребят будут рады видеть на занятиях в театральной студии «Ловья Мойт». Это не кружок, не учеба театральному делу в полном смысле. Это какие-то элементы каких-то с элементами театрализации, театральных приемов каких-то. Опять же, это не учеба театральному мастерству как таковому. Это способ провести время, пообщаться, развить какие-то свои способности детям. Библиотекари уверены, что с открытием студии «Ловья Мойт» дети будут меньше проводить времени за компьютерами и телевизорами. Ребята смогут познакомиться с театральным искусством и погрузиться в сказочный мир эмоций и волшебства.